В эфире Абхазского телевидения информационно-аналитическая программа «События недели». В студии Ирина Аршба. Здравствуйте. Уходящая неделя была насыщена памятными датами, но мы хотели бы выделить одну из них – 30-летие со дня основания Народного форума Абхазии Айтгылара. Об истории создания НФА и о его роли в национально-освободительном движении абхазского народа мы поговорим чуть позже. А сейчас обо всем по порядку. 10 декабря исполнилось 70 лет Всеобщей декларации прав человека. В Сухумском офисе по правам человека прошел круглый стол, посвященный этой дате. Участники встречи обсудили проблемы, связанные с соблюдением прав человека в Абхазии, и попытались найти ответы на актуальные вопросы повестки дня. В дискуссии участвовали депутаты парламента, судьи, социальные работники, представители Министерства труда, занятости и социального обеспечения, неправительственных и международных организаций, журналисты. Обсудить положение дел с соблюдением прав человека в Абхазии сегодня, обозначить причины существующих проблем и выработать конкретный план их решения – главная цель собравшихся за круглым столом. За 8 месяцев работы в офис обратились 50 человек. Пенсионеры, не получающие российскую пенсию, тяжело больные, пожилые люди, требующие постоянного ухода, инвалиды чаще всего приходят за помощью. Отдельная проблема – дети из неблагополучных семей, которые иногда не имеют даже крыши над головой и в силу обстоятельств вынуждены идти на преступления. Несовершеннолетние, совершив мелкие хулиганства, попадают в места заключения, где отбывают срок с людьми, совершившими более тяжкие преступления. В Абхазии необходимо построить специальный центр для трудных и находящихся в сложных социальных условиях детей. Необходимо принять законы об образовании и запрете домашнего насилия, а также пересмотреть дискриминационный закон о запрете абортов. Таковы выводы, которые сделали участники круглого стола. Эти предложения в ближайшее время Офис уполномоченного по правам человека внесет на рассмотрение в парламент и в правительство Абхазии. 11 и 12 декабря в Абхазии торжественно отметили 80-летие народного поэта Абхазии, академика Академии наук Республики, лауреата государственной премии имени Дмитрия Гулия, кавалера ордена Ахтзы Апша первой степени Мушни Ласурия. В Сухуме прошла научная конференция и торжественный вечер, посвященный юбилею поэта. В мероприятии приняли участие научные сотрудники Абиги, члены семьи Мушни Ласурия. Поздравить поэта приехали также его российские друзья и коллеги. Творческая жизнь известного в Абхазии и за ее пределами деятеля весьма разнообразна и интересна. Мушни Таевич не только талантливый поэт, но и выдающийся переводчик. Благодаря его перу такие произведения мировой литературы, как Евгений Онегин, Пушкина, Мцири Лермонтова и Витязь в тигровой шкуре Руставели заговорили на абхазском языке. На сегодняшний день Мушни Ласурия возглавляет Ассоциацию поэтов Абхазии, является главным редактором литературной газеты «Созвездие» и журнала «Аква Сухум», награжден российской медалью Пушкина. Медаль была присуждена юбиляру в 2010 году президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым за большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и развитие культурных связей с Россией. 12 декабря Министерству экономики Абхазии исполнилось 25 лет, и отныне в этот день в Абхазии будет отмечаться День экономиста. Соответствующий указ подписал президент Рауль Хаджимба. В Сухуме прошла научно-практическая конференция, посвященная Дню рождения ведомства. Ключевыми темами конференции стали исторические аспекты развития национальной экономики, современные вызовы и перспективы абхазской экономики, повышение эффективности деятельности экономического блока правительства и реализации государственной экономической политики. Организовали научно-практическую конференцию Министерство экономики Республики совместно с Институтом экономики и права АНА. Сегодня большая для нас дата, 25 лет с момента образования Министерства экономики Республики Абхазия. 25 лет – это очень большой срок, четверть века. Перед нами стоят очень большие задачи, и здесь сидящие лучше меня знают о том, какие проблемы есть у нашей страны, у нашего государства. А сейчас к главной теме сегодняшней программы. 13 декабря в Абхазии отметили 30-летие со дня создания Народного форума Абхазии Айтгылара. В этот день, в 1988 году, в здании Абхазской государственной филармонии состоялся первый учредительный съезд нового демократического общественно-политического движения. Создание Айтгылара базировалось на концепции объединения общества, что определяет само
само название организации, и в то же время оно несло в себе идею протеста, несогласия с попранием основных прав и свобод народа. О том, как и в каких условиях создавалась организация, о целях и задачах, которые ставили перед собой руководители Айдгалара, в интервью нашей программе рассказали лидеры организации, стоявшие у истоков ее основания – Сергей Шамба и Валерий Кварчия. Я в это время работал в Абхазском институте языка и литературы, который был идеологическим центром тогда Абхазского национально-освободительного движения. В нем были такие яркие личности, такие как Тамара Шакрел, Константин Семенович Шакрел, Иналы Цицария. И были такие уже следующее поколение, такие как Роман Чанба, Боча Аджинджал, Артур Аншба, Котик Цвинария и некоторые другие, которые очень переживали за судьбу народа. И я, работая с ними, молодым человеком, конечно, был вовлечен в эти события. И впервые я участвовал в таком массовом мероприятии, которое происходило в селе Пакваш, 78-й, по-моему, год. С тех пор я активно участвовал во всех этих мероприятиях. И когда мы написали письмо, которое подписали о тех событиях, которые происходят в Абхазии, Центральный комитет партии, я был одним из тех, кто его подписывал. И мы уже понимали, что необходимо на новый уровень перевести эту нашу борьбу, создавать организацию. И тогда, в 1988 году, в декабре месяце, мы провели первый съезд, на котором избрали известного писателя абхазского Алексея Гого председателем. И это было время очень сложное, когда очень обострились взаимоотношения, это борьба националистов в Грузии за власть, приход Гамсахурдия, все события, которые здесь происходили, когда присылали эмиссаров из Тбилиси в Абхазию, которые подкидывали здесь общественность грузинскую, устраивали голодовки, митинги. Все это приводило к напряженности, которая вылилась в столкновение в 1989 году. И после этого уже было очевидно, что нужно обновить организацию. Тогда выбрали уже меня председателем, и мы в основном в руководство Айдгалара привели молодых, тогда относительно молодых людей. Это были такие, как Слава Лакоба, Нателла Акаба, Николай Джонова, Гена Аламия. Прекрасную газету издавали на абхазском языке, редактором которой был Геннадий Алами. На русском языке Николай Джонов издавал. Мы создали организацию уже по партийному такому принципу и довольно эффективную. Мы сумели активизировать движение и на Северном Кавказе. А также одним из больших серьезных таких мероприятий наших было то, что мы сумели провести в Москве съезд, на который были делегированы депутаты разных уровней. Это были представители народов, которые не имели своей государственности. Все это было результат большой работы. И еще очень важным значением нашей деятельности была наша активная работа с братскими народами Северного Кавказа. И когда началась война, это дало свои результаты. Мы видели большую поддержку, которая оказывалась нам с Северного Кавказа. Это и добровольцы, и с юга России, потому что также мы работали с казаками юга России. И Лыхнинский сход, на котором присутствовало более 30 тысяч человек, и была принята декларация, которая направлялась в руководящие органы и в ряд других институтов Советского Союза. Это было волеизъявление, референдум фактически, в котором речь ставилась о выходе из Грузии. Для меня и для всех наших соратников это, наверное, самые такие яркие страницы нашей жизни, потому что мы сумели сделать невероятное. Это мало кому удается в жизни увидеть результаты такой работы, потому что я помню, когда молодым человеком я активно участвовал в процессах этих, и многие спрашивали меня: неужели ты веришь в то, что Абхазия может отделиться от Грузии, быть самостоятельной республикой? Я говорил тогда, что мы, конечно, не увидим, я говорил, но наши внуки, может быть, увидят. Но так получилось, что мы сами увидели, когда было провозглашено признание
независимости Абхазии Дмитрием Медведевым, я с отцом Виссарионовым мы пришли к Владиславу Арзенбу поздравить его. И вот это такой момент был, когда человек, который свою вот жизнь положил на вот эту невероятную борьбу, увидел результаты своей деятельности при жизни. Это редкое счастье. Поэтому для меня это, конечно, трагические, героические, вместе с тем и вот такие счастливые минуты моей жизни, потому что я посвятил ее созданию независимого абхазского государства, и я увидел результаты этого. Уже назревал развал Советского Союза, власть партийная практически была сведена к нулю, потихоньку власть в республике переходила в руки Айдгалара. И вот 89-й год, самый этот трудный год. И после этого людей снимали с работы, по национальному признаку делились организации, это бесконечные, значит, унижающие митинги и так далее, и тому подобное. На все надо было отвечать. Вполне было очевидно, что столкновения не избежать. Поэтому мы тоже старались как-то, значит, организовать свой народ прежде всего, и дальше налаживать отношения с Северным Кавказом, с нашими братьями. Значит, неоднократно мы с ними встречались, общего такого характера, вокруг тех проблем, которые нас объединяли. Мы встречались здесь и на Северном Кавказе. А ситуацию в Абхазии уже на Северном Кавказе очень хорошо знали. Естественно, знала и Россия, и СССР, все постсоветские государства. Со временем, значит, наши представители были избраны в Верховный Совет СССР. Айдгалара это уже была большая организация. Там были разные течения, разные представители, и представители из разных наших районов, городов и так далее. Но бывали очень жаркие споры, но по большому счету, по главной нашей цели, там разногласий, конечно, не могло быть. Другое дело, как сделать. Как лучше, как более эффективнее действовать. Вот и эти вопросы, конечно, все время обсуждались и так далее. В Айдгалара входили все абхазы, которые считали себя абхазцами. Более того, в Айдгалара входили и представители других национальностей, которые там жили, русские, армяне, греки и так далее. Потом это перешло в блок Союз, если помните, и русские общественные организации, армянская, Кронка и так далее. Все мы объединились вместе и еще стали, конечно, сильнее, и нас больше начали слушать. Мы выиграли выборы, референдум, много всяких дел было. Вот, и на самом деле, если бы Айдгалара, если бы абхазская интеллигенция, если в прошлом наши старшие, если бы наши народы не готовили к таким событиям, то вряд ли мы войну выиграли, вряд ли с оружием стало столько людей во время войны. Я издал такую книгу, значит, на абхазском и на русском языках, и история национально-освободительного движения абхазского народа 1967-1992 год. Здесь списки самых активных участников нашего общественного движения, не только Айдгалара, значит, 1967 года, все наши айдгаларовские организации, районные, городские, республика, обо всех здесь есть. Это не история Айдгалара, это история абхазского народа, это история нашей республики. Поэтому мы должны очень серьезно, ответственно относиться к тому, что мы нашими предками сделано. Если хорошо будем знать, что было вчера, позавчера, то, я думаю, мы будем разбираться в завтрашних делах тоже. В день основания Народного форума Абхазии Айдгалара мы побеседовали с доктором исторических наук Асланом Авицба. Аслан, 13 декабря исполнилось 30 лет со дня основания Народного форума Айдгалара. В историческом плане какова роль этой организации в национально-освободительном движении абхазского народа? Если говорить о той функции, которую она выполнила, Айдгалара, перед войной, ее сложно переоценить. Можно говорить о том, что если бы Айдгалара не было бы, новейшая история Абхазии могла бы пойти чуть по-другому. Но это не значит, что все замыкалось в этой организации.
Это движение способствовало, например, консолидации всего, так будем говорить, негрузинского населения вокруг идеи большей свободы для Абхазии, скажем, да, потому что засилие со стороны Грузии и ее представителей грузин здесь над тем или другим населением, которое здесь проживало, влияли на себя и представители других национальностей, русских, армян, греков, которые здесь проживали. И идея Эдгалора, хотя она была абхазским национальным движением, но она провозглашала интернациональные лозунги. И поэтому вокруг именно Эдгалора сложился блок общественно-политических движений, куда были собраны все национальные организации, существовавшие в Абхазии, кроме грузинских. Естественно, все грузинские организации между собой в Тбилиси проходили там неоднозначные процессы, между собой они там могли что-то оспаривать, спорить, но по отношению к абхазам и к Абхазии все думали одинаково. Все считали абхазцев грузинами, соответственно, Абхазию Грузией. И в этом вопросе у них был, модно, как сейчас говорит, консенсус в грузинском обществе. Соответственно, все это привело к тому, что население Абхазии в подавляющем большинстве, независимо от национальности, стало чувствовать угрозу своему выживанию этническому даже. Потому что тогда, сейчас мы, если не будем говорить об истории тех времен, не поймем контекст формирования и функционирования Эдгалора. Тогда мы понимаем, начались центробежные тенденции в Советском Союзе. Процессы уже, которые шли, говорили о том, что Советский Союз уже не тот, и он будет трансформироваться, если вообще сохранится. И на этом фоне Грузия, наряду с прибалтийскими республиками, с поддержкой антисоветских сил на Западе, стремилась к тому, чтобы развалить Советский Союз, чтобы выйти из нее. А при этом она, стремясь разваливать Советский Союз, стремилась к тому, чтобы прихватить с собой и Абхазию. Естественно, Абхазия считалась автономной республикой в составе Грузии. И вот мы, начиная с эпохи греческой колонизации, находимся, хотим или не хотим, находимся на острие геополитического противостояния. И вот эта геополитическая борьба всего капиталистического мира против, как тогда называли, против советского государства отразилась на судьбе абхазского народа. И вот эти вещи, геополитические противостояния, которое происходило, и конец холодной войны, не могло не отразиться на нашей судьбе. И, естественно, это в очередной раз перед нами поставило вопрос, быть или не быть. Хотя в 20 веке, ближе к ее концу, этого вопроса не должно было быть. Да? Вроде бы так мы говорим, что мир с каждым годом или с каждым веком становится цивилизованнее. Но на самом деле мир в этих отношениях, в отношении выживаемости этносов, людей, увеличения или усиления справедливости, к сожалению, мы идем в обратном направлении. На тот момент Эдгалора проводила огромную работу в информационно-идеологическом плане. И учитывая, что практически не было больших ресурсов, да, для этой работы, кроме как периодической печати, как вы можете оценить вообще эту работу? И как им удалось настолько объединить народ в этот момент? Дело в том, что и периодическая печать возникла после. Но если мы конкретно сейчас говорим, они создали в декабре 1988 года, а первый номер даже не первый, а это спецвыпуск
Айдгалар, посвященный событиям 15-16 июля 1980 года, вышел, соответственно, в июле же месяце. А первый номер самой газеты Айдгалара вышел уже даже позже. Ну, тут, если мы говорим о периодической печати, мы должны понимать, что хорошую роль играла Гудоутская районная газета «Бзип». И то есть она тоже сплачивала к тому времени, способствовала к сплочению народа. Но мы должны знать, что Айдгалара возникла не на пустом месте. Если ну, вы говорите, как стало возможным наше объединение нашего народа, да? А объединение нашего народа стало возможным, потому что в этом вопросе он не был разъединен. Мы знаем, что наш народ периодически возмущался, собирался в течение, да, это стало притчей во языцах, что каждые 10 лет в Абхазии происходили события недовольства. Это во время, когда в Советском Союзе существовала тоталитарная система, и за это очень серьезно наказывали. В принципе, когда мы говорим о целях и задачах, была попытка возрождения Айдгалара. Несколько раз были попытки возродить Айдгалара после войны, после того, как уже статус Абхазии был совершенно другой, ситуация в Абхазии была совершенно другая. Но эти попытки не увенчались успехом, потому что условия для этого поменялись. Нужна ли, похоже, какая-то общенациональная организация? Это другой вопрос, но уже с другими целями и задачами, и с другим названием, потому что название это уже, я бы вообще даже не стал бы ее трогать, потому что это история, это достояние нашей истории. Другое дело то, что я упустил все-таки. Айдгалар до выборов в Верховный Совет играла ведущую роль. Даже не до выборов, скажем, до 90-го года. Вот летом, в августе, вы помните, было принято 2 судьбоносных документа. И интересно, Верховный Совет Абхазии, который еще был избран при грузинах, но он принял решение декларации о суверенитете Абхазской ССР и постановление о правовых гарантиях защиты и государственности Абхазии. Это было 25 декабря 1990 года. И в этом рамке надо говорить о том, что в декабре 1990 года Владислав Арзенберг был избран председателем Верховного Совета. И вот эти 2 события все-таки являются показателями потом дальнейшей работы этого парламента. Там происходит изменение в структуре парламента, то есть председатель Верховного Совета, который до этого был почетной должностью, становится наполненной смыслом должностью, а председатель президиума должность убирается, и сам президиум становится постоянно действующим. Сам Верховный Совет тоже становится постоянно действующим, то есть рабочим органом. До этого единственной структурой и организацией, в которой люди обращались, была Айдгалара. А вот с приходом ориентированных на большую свободу Абхазии людей в парламент, даже не то, что там выборы не произошли в это время, а просто какой-то перелом произошел внутри парламента уже старого состава, что он принял очень много вопросов, много постановлений, которые были направлены на большую свободу Абхазии от Грузии. И вот борьба плавно переходит внутрь парламента. Айдгалар, конечно, сыграл выдающуюся роль при выборах в тот парламент, который мы сейчас любим иногда называть золотым. Это, наверное, была самая главная победа Айдгалара на тот момент. Да, во-первых, Айдгалар вместе с Владиславом Арзенбергом сумела сделать так, чтобы парламент был в маленьком, но большинстве проабхазским. Это была главная, мне кажется, необходимая цель, которую они достигли. А дальше, понятно, когда
в принципе, кроме геополитических причин нашей войны, если говорить о причинах войны уже в контексте взаимоотношений Абхазии и Грузии, необходимо говорить о том, что Грузия, увидев, что Абхазия законным путем выходит из-под контроля, из подчинения, поняла, что надо использовать силу. Сегодня перед абхазским народом стоят не менее сложные задачи и цели, но уже в построении свободного, независимого, экономически развитого государства. Что, на ваш взгляд, мешает нашему народу и лидерам общественно-политических партий и движений объединиться, проявить солидарность и вместе решать поставленные задачи? Ну, если мы ставим вопрос, что нам мешает, значит, как говорил Шекспир, в нашем королевстве не все нормально, да, не все в порядке, значит, не все нам нравится. Мы не должны постоянно говорить, государство что-то не то сделало, государство, а мы, я не имею в виду, мы должны жить на государство, это в советское время было. Я имею в виду, сколько мы честно ведем себя по отношению к своему государству. А это элементарно, насколько мы соблюдаем законы этого государства. Но если я буду, не соблюдая закон, ругать чиновника, который тоже не соблюдает закон, ну, таких, как я, если много, тогда мы вообще ничего не построим. Главная наша беда – круговая безответственность в нашей стране. Никто ни за что не отвечает. Ни тот, кто принимает решения, которые надо исполнять, ни тот, кто их воплощает в жизнь, и не те, кто должны соблюдать. То есть простые граждане, которые не соблюдают законов. Ныне живущие люди, и старые, и молодые, должны чувствовать ответственность перед теми, кто погиб за это государство. Перед тем поколением, которое создавало Айтглара и создавало условия, что мы были готовы к войне. И перед теми, кто во время войны это защищал. Может быть, это сейчас не модно, когда я говорю об ответственности. Сейчас никто это не понимает и не воспринимает всерьез. На самом деле чувство ответственности является самым главным чувством, которым человек отличается от других существ. Мы должны быть ответственными перед собой, перед государством, перед памятью людей, кто погиб. Если кто-то не понимает, что такое чувство ответственности, есть государства и правоохранительные органы, которые должны показать и сказать людям, что нельзя переступать закон. 14 декабря в Абхазии вспоминали жертв Латской трагедии. В этот день, 26 лет назад, 14 декабря 1992 года, грузинские оккупанты сбили над горным селом Лата вертолет с беженцами, в котором заживо сгорели 87 человек, в том числе 35 детей и 8 беременных женщин. В Тхуарчале, в селе Лата и в Сухуме прошли акции памяти погибших в Латской трагедии. В Гудауте, где похоронены тела невинно убиенных и установлен памятник, прошел траурный митинг с участием родных и близких погибших в вертолете. Почтить память заживо сгоревших женщин, детей и стариков пришли президент Рауль Хаджимба, премьер-министр Валерий Бганба, спикер парламента Валерий Кварчи, члены правительства, депутаты, общественность. 26 лет прошло с момента страшной трагедии, произошедшей над высокогорным селом Лата. Но для родных погибших боль утраты все так же не стихает, и время не лечит. С самого утра люди со всех концов Абхазии несут цветы, свечи, игрушки и сладости к братской могиле в городе-герое Гудаута, к месту захоронения жертв Латской трагедии. В этот день скорбит вся Абхазия. Декабрь 1992 года был одним из самых сложных месяцев Отечественной войны народа Абхазии. В тылах воюющей Апсны не было света, тепла, продуктов питания. Но тяжелее всех было блокадному Тхуарчалу. Единственным способом связи с внешним миром была авиация. Спасаясь от голода и холода, люди семьями летели из Тхуарчала. Но враг был беспощаден даже к ним. У нас в этом вертолете погибли 8 человек наших очень близких. Вот.
2 мои невестки, по 2 детей, у них 4 наших племянников, племянниц, тетя, мамина сестра со своим ребенком, 8 человек. Очень тяжело об этом говорить нам до сих пор. Невозможно передать всю боль и отчаяние, страх и ужас, которые испытали в тот злосчастный зимний вечер не только родственники погибших, но и весь народ Абхазии. И сколько бы лет ни прошло с момента страшной трагедии, жестокого убийства ни в чем не повинных маленьких детей и женщин, этот день для всей Абхазии останется днем памяти и скорби. Выступавшие на митинге памяти жертв Ладской трагедии отмечали, что трагические события тех дней не сломили абхазский народ, а наоборот сплотили в борьбе с жестоким врагом. И мы выстояли и победили. Мы помним подвиг героев, склоняем головы в память о невинно убиенных. Абджарьяцхаз ехеги тхацушейхайбой. 14 декабря 1992 года в новейшей истории Абхазии навсегда останется одной из самых тяжелых и трагических дат. Память о жертвах Ладской трагедии вечна. Часовня, которая будет построена в Гудауте, на месте захоронения жертв трагедии, станет символом вечной памяти народа. Алика Трапш, Инала Гухава, Абхазское телевидение. Сегодня в Сухуми прощались с заслуженным артистом Республики Абхазия, солистом Абхазской государственной филармонии имени Раждина Гумба, кавалером ордена Ахидз-Апша третьей степени Юрием Теймуразовичем Нормания. Церемония прощания состоялась в здании Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Республики Абхазия. Проводить в последний путь заслуженного артиста Абхазии пришли спикер парламента Валерий Кварчия, члены правительства, общественность, друзья и коллеги Юрия Нормания. Юра Нормания за свою творческую жизнь на территории Абхазии, он работал и в капелле, он работал и солистом филармонии, он работал в Государственном ансамбле песни и танца Абхазии. В своем творчестве он, конечно, был больше классик. Лев Жиргений, когда ставил здесь Евгения Онегина или же там оперу Чичба, он всегда принимал участие. И он, я бы сказал, свою работу, свой творческий уровень, мы его всегда уважали, ценили. И очень, конечно, жаль, что он так рано ушел. Я считаю, абхазскую культуру еще раз потерял нашего большого, квалифицированного, грамотного певца, как Юра Нормания. День приведения к военной присяге – особый день для каждого новобранца. В субботу 30 молодых людей, пополнивших ряды абхазской армии, присягнули на верность Родине. Торжественная церемония принятия присяги по сложившейся традиции проходила в Министерстве обороны. Ее посетили представители военного ведомства и родственники новобранцев. До принятия присяги молодые люди прошли курс молодого бойца в учебном центре Министерства обороны. Принимая военную присягу, новобранцы торжественно обещали и клялись служить своей родине. В течение 30 дней личный состав готовился к принятию военной присяги. Командиры взводов, также курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища готовили личный состав. Личный состав подготовлен качественно и централизованно распределен по воинским частям и отдельным подразделениям Министерства обороны. Подготовка проходила в несколько этапов по строевой подготовке, также адаптационный период подготовлен, в дальнейшем им будет легче служить в частях и подразделениях Министерства обороны. Такими были события уходящей недели. Какими они будут, мы обязательно расскажем вам в следующей программе. Всего доброго.